Ассаламу алейкум, салам ашалду, масайга. Сайцея Харерас, мое имя Сулейман Эмилханов, я старший научный сотрудник Центра нахских исследований при ЧГПУ. Что побудило меня обратиться с этим, не сказал бы, видеообращением, но с этим выступлением. Дело в том, что в последнее время набирает популярность в соцсетях у определенной части публики выступления Руслана Бузуртанова, в частности. Дело в том, что мы до сих пор, общественность, научная интеллигенция Чеченской Республики не реагировали должным образом на подобного рода выступления. Однако, когда сосед твой, которого ты считаешь своим родственником, братом, начинает не только поливать тебя грязью, называть всякими нехорошими словами, бросать мусор в твой огород, тогда приходится как-то реагировать и отвечать. Мы ждали, что сама ингушская общественность, научная интеллигенция скажет хотя бы слово «этаг», «энах», «ат-и», «вайлул хуабуиш», «вай забусал днахду», «бусал пайдляха не издать иштигунаш дицер», «дин олман дицер», и сандул хуннаш. Эла и олш цахальча, тха дисхил диз, дисхальч садол, цундел, саши шадегама Бузуртанова и цитач хаючи цанкинчкит ир. Цу яшил манипуляции, цу яшил махинации, доказ. Как он это проделывает? Берет один, допустим, он в одном из своих видео выступлений приводит, к примеру, я говорю, приводит название местностей с окончанием «т». «Т». Это, дело в том, что он приводит это как ингушские, перечисляет ингушские названия местностей с этим топоформантом, тут же говорит, что точно так же это приводит Гадаборшев, кстати, он цитирует Гадаборшева, который занимается исследованием ингушской топонимики, и тут же вставляет туда, что, допустим, Эрети, Лекети, это точно такой же топоформант. На самом деле, конечно, это любому кавказоведу, лингвисту хорошо известно, что это ети окончания, эрети, кахети, сванети, ингушети, это чисто грузинский топоформант. Перечисляя вот это все, сыпя цитатами, ссылками на страницы, он тут же говорит, что Волкова говорит то же самое. Причем он не приводит ни название работы, в данном случае Волковой, когда, где издана, какая именно работа Волковой. Я хочу остановиться на еще нескольких моментах. Во-первых, всячески упорно начал это дело, неблагодарное черное дело Абадиев, Кадзоев и так далее. Сейчас вот Руслан Бузуртанов подхватил это, что название чеченцев, самоназвание точнее, эндоэтноним Нохчи, имеет тюркское происхождение. Причем он в каком-то из тюркских языков нашел, что название собаки новый означает и Нохчи, он выводит из этого. Далее он в своем одном из видео выступлений говорит, что волк у чеченцев всем известно, хорошо известно, каким, скажем так, пользовался уважением, как символ, некий символ. Этот зверь у чеченцев в прошлом
как символ мужества, бесстрашия и так далее. И он говорит, что этот волк – это символ тюркских племен. Теперь, чтобы не быть голословным, я вот научное издание, научная работа, известный историк, археолог Вольная издала в 2002 году монографию «Прикладное искусство населения Притерича середины первого тысячелетия до нашей эры» на материале скифо-сибирского звериного стиля. Волк, в числе многих других животных, волк наиболее часто используемый символ в кабанской, скажем так, иконографии. Дело в том, что вот большей частью трактовка вот этого зверя на изображениях, на различных предметах, на различных артефактах. Изображение волка чаще всего используемые на предметах вооружения, чаще всего используемые на предметах вооружения, связанные с охотничьей и военной магией. Трактовка у Вольной в основном символика объясняется на материале войнахской этнографии. И в данном случае, если Бузуртанов приписывает волк только тюркам, а на самом деле, тюрки на Кавказе когда появляются? Принято считать, что это тюрки на Северном Кавказе появляются после гунского нашествия, это 4 век нашей эры. Как мы видим, за 1500 лет до этого, даже за 2000 лет до этого, на Северном Кавказе, на территории центрального северо-восточного Кавказа, где была распространена кабанская культура, исследование Казенковой восточного варианта кабанской культуры, известный археолог, профессор Валентина Ивановна Казенкова, ученый с мировым именем, она показывает преемственность культуры кабанцев, что современная средневековая культура войнахов, чеченцев, ингушей восходила к кабанской эпохе. По крайней мере, вот это кабанское общество, восточный вариант кабанской культуры, по крайней мере, это предковые по отношению к современным чеченцам и ингушам. Но если один из важнейших символов Бузуртанов считает, что не свойствен ингушам, чтобы сделать из чеченцев тюрков, или он приписывает волк тюркам, только тюркам, и таким образом вот манипуляции, механизм манипуляции Бузуртаном в чем заключается? Волк у тюрков символ, значит у чеченцев символ, и значит чеченцы тоже тюрки. Такая вот нехитрая манипуляция. Самоназвание чеченцев, это прекрасно известно и Бузуртанову, впервые в письменных источниках появляется в VII веке. Это известная армянская география VII века Анания Ширакаци. Дело в том, что Анания Ширакаци, когда в VII веке в своей армянской географии упомянул Нахчаматьян, Нахчаматьян, ян – это суффикс множественного числа в армянском языке. Нахчамат, нахчаматы. Мат – это и муат, некоторые возводят к чеченскому слову, и чеченскому муат язык, хотя наиболее вероятно, что мат это означало, в чеченском языке это обозначение, во-первых, и определенной скотоводческой группы, которая занималась отгонным скотоводством. Во-вторых, этот формат мат встречается в языках древних народов Передней Азии, в частности хуритов, урартов, в качестве обозначения названия страны, местности. То есть Нахчи-Мат – это страна Нахчи.
В VII веке вот это название Нахчимат не случайно, на наш взгляд, появляется на страницах истории. Дело в том, что Анани Шаракаций не в момент зарождения народа зафиксировал, значит, задолго до этого в Закавказье, в Армении этот народ был хорошо известен. Почему именно в VII веке? Дело в том, что это период начала возвышения аланского государства, зарождения, начало формирования, собственно, аланской государственности. И появление его, скорее всего, связано стопроцентно, конечно, утверждать мы не можем, поскольку прямых данных нету, однако логически возникновение на Северном Кавказе аланского государства, появление в армянских источниках названия Нахчиматы – это вещи взаимосвязанные. Далее, все, конечно, нелепости, инсинуации, которые Бузуртанов распространяет, фактически это ложь, дезинформация, обман зрителей, слушателей, делается, наверное, с определенной целью. Почему тот же Бузуртанов дает свою тюркскую трактовку, хотя он в одном из своих видеороликов демонстрирует работу Арби Вагапова. Арби Вагапов, известный в кругах филологов, лингвистов человек, его этимологический словарь, который он демонстрирует, издан в Тбилиси в 2011 году. Почему он не приводит трактовку Вагапова? Почему есть Руслан Арсанукаев написал Аланы, Вайнахи и Аланы, работа, которая издана в Баку в начале 2000-х годов. Там приводится трактовка термина Нахчи. Почему вот Хасан Бакаев издал специальную работу, посвященную термину Нахчи. Но ни один из этих источников, дело в том, что все это историки, профессиональные историки, кандидаты наук, доктора наук. Почему он не использует вот эти источники, а использует, где-то он встретил созвучие термину, отдаленное даже созвучие термину Нахчи, что в каком-то из тюркских языков это означает собака, и тут же собака и волк, наверное, Бузуртанов не различает, не видит разницу между волком и собакой, но как бы одно животное. Вот нехитрая вот эта логика, все, конечно, разбирать долго придется много времени потратить, чтобы, еще раз повторюсь, чтобы разобрать все несуразности, которые говорит Бузуртанов. И эту работу, чтобы люди подобные Бузуртанову не вводили людей в заблуждение, конечно, вот эту работу придется и в дальнейшем вести, и эта работа будет вестись направлена на цели Бузуртанова, Абадиева и так далее, которые обозначаются, это попытка стравить два братских народа, чеченские и ингушские народы. Это закладывается мина замедленного действия. Дело в том, что, к сожалению, большому, не то, что нету никакой реакции с ингушской стороны на подобного рода на клевету, на грязь, на попытки очернить целый народ. Нету, по крайней мере, я не наблюдал ни в соцсетях, ни в научной публикации попытки остановить вот этих людей. Начиная со школьной скамьи, в учебниках истории Ингушетии, к сожалению, воспитывается целое поколение молодежи на подобного рода измышлениях против чеченцев. Ни к чему хорошему это не приведет, если это так дальше будет продолжаться. Поэтому большая просьба всех слушателей быть осторожными,
в дальнейшем постараемся отвечать на все выпады Бузуртановых и подобных им клеветников на историю, на честь, достоинство чеченского народа.